Так, утро доброе всем. Едем дальше, Читу проехал. Ну, не стал там снимать, на заправке в очереди постояли, как обычно, где-то с часик. Что там, повидался с Игорем, он с Красноярска. Как-то мы виделись с ним в Артеме на стоянке. Так, Игорь, тебе привет, если что. Составил компанию мне в ожидании, пока там в очереди стояли. Пообщались, но он уже до Читы доехал на выгрузку. Ну и все, а я дальше поехал. Вот тут, кстати, обнулил этот пробег на бортовом компьютере. Ну, на бортовом поставил вот это расход от Читы. 555 километров проехал. Расход 50,7 литра на 100 километров по этим горам. Медленно едешь, прыгуны всякие. Ну, не выкатываешься, получается, на гору не залетаешь. Сунешься на горном вниз, там остановился, от моста поехал опять на натяжку. Ну, я еду так потихоньку, чтобы не скакать. Может, наверное, можно поэффективнее. Общий сейчас стал 38,6. Вот 7797 я проехал. Ну, а что, тут еду, наслаждаюсь видами из окна. Что, погода классная стоит. Минус 23 было утром. Сейчас минус 8. Солнце встало. Тут дорожка, вот, уже к Могочи подъезжаю. Тут получше как-то дорога. Ну, из-за Могочи там будет только за Амазаром прям сильные там ямы. Ну, там 20 км в час проехал участок и все. Так, ВДС этот отключаю. Вот он не дает, сопротивляется обруливать ямы. Это я его включил, чтобы он это, пока камеру прикручивал, чтобы он рулил сам. На сбеге или сбега поворот, там в кафешке позавтракал. А спал я в Чернышевске, получается. Ну, ночью туда подъехал. И затем уехал. Думал, там мочевины налить, там мочевины нет. Пришлось свою оттаивать из палетника. Достал канистру 20 литров, под выхлопную поставил. Ну, вроде отошла, 20 литров залил. Вот сейчас опять у меня она скоро лампочка загорится. Тут в связи с тем, что расход топлива большой и расход мочевины что-то показывает. Обзор поездки. 58 средняя, 2,4 литра на 100 километров. Но обычно до 2 литров хавает. Ну, температура средняя тут минус 14. Расход 51 литр. Короче, такое себе. 300 литров. Ну, даже я не знаю. По-моему, даже больше ест. Бортовой компьютер как-то так показывает. Я вот вижу просто, я полные баки налил. И у меня уже меньше полбака, а проехал я 550 километров. Такое литров, как, если так считать, как по баку. Ну, может, правда, нальешь в него там, ну, не актуально, он как-то показывает. Не знаю, такой литров 70, наверное, жрет фактически. Ну, я потом за рейс бухгалтера возьму, сколько там всего я заправил. Потому что какая мне разница, сколько в бак попало. Все равно общий расход на рейсе будет понятен. В РФ залил, получается, за все время 300 литров и вчера 130. 430 литров. Сейчас РФ у меня почти полный бак. Ну, то есть 200 литров там точно есть. 200, может 180. В общем, такие дела. Уже что-то, да, когда каждый день едешь, уже поднапрягает. Еще дорога такая
Если бы катить и катить нормально, а то надо смотреть, где там, чтобы не скакануть. Такая тяжелая эта дорога, и мне уже тут, в принципе, до поворота на Якутию где-то, ну, до 400 километров. Я не помню, 920 или 960 километр. Так, сейчас надо сбросить чуть-чуть. Значит, ну вот сейчас к Могочи подъезжаем. С вами до Могочи доедем. Тут прям дорога прям нормальная. Ну, вся опасность такой дороги, что вот так вот раскатываешься. Ну, если бы знал, что тут все отлично, ну и катись. Видно же, что уклон заканчивается там, и раскатывайся. Ну, знака не вижу, что неровная дорога, значит, должно быть более-менее. Короче, расслабляться нельзя. Было бы ровно, было бы попроще и расход поменьше. Потому что все-таки вот так вот раскатываться, ну, представь, сотку разогнался, на подъем выскочил. А то получается на горняке идешь 50-60, подъехал к мосту, перевалился там через эти канавы и поехал опять 40-50 на подъем. Ну и соответственно расход. Там ежемоментный вообще показывает по 200 литров там. Да, все вот здороваются здесь. Может даже горняк выключить. Ты уже придержишься. Накат. Ну до Могочи вроде не можно долететь. Что там по карте, где это Могочи там? Сейчас мы обходим Ключевской какой-то тут. Вот здесь где-то. Ну, поселки все идут. Вот Могочи. Километров 20, наверное. Тут все поселки вдоль железной дороги, а по трассе тут вообще ничего нету. Закусочная вот в Могочи будет там яичницу пожарить. Но я позавтракал, так что поеду дальше. Хочу сегодня доехать до Нерюнгри попробовать. Далековато еще, ну туда, по крайней мере, собирался на гранитном карьере в кафе. Ну это взлетка, там душ отдать, может там постирать все, всякие майки. Так, а тут, наверное, надо подсбавить. Ну и там хорошо сделано все. Там, наверное, самая крутая такая стоянка. Там и столовая есть, и караоке. И ледяные горы. Ну там Макс снимал себя, он там на горке катался. Елка, там экраны всякие светятся. Такое для той местности как бы необычно. Да и для этой. Это там местный предприниматель. Гончаров Владимир Николаевич на энтузиазме сделал все это. Ну да, там народ даже на эту стоянку из города ездит, там тематические какие-то дни проводятся, то плов там делают, только итальянская, наверное. Ну, что-то я смотрел, как-то на Инстаграм был подписан. Смотрю, у них там все время какой-то движняк. Ну, вот туда попробую, вряд ли, наверное, получится. Ну, хотя бы до Тынды куда-нибудь. Мне надо будет еще подзаправиться, потому что, ну, полбака уже. Не знаю, расход такой что-то. Ну, я чуть-чуть, может, там в Чите не долил. Я 500 литров взял, один бак точно полный налил. Один, ну, там, может, литров 40, чтобы влезло 50. Не стал уже ходить за 50 литров. Там непонятно, так в горловину заглядываешь, вроде рядом.
хотя бы поехать можно, именно поехать. Ну, на круизе 89 поставлю, пусть катится. А то машина уже 50-60, 50-60 все время. Тоже, наверное, не приспособлена для такого сразу экономии никакой топлива. Она начинает просто есть, если не давать возможность правильно ей ехать. Тут горы, вверх-вниз все время. Не знаю даже. Интересно, тут как Макс ездит сейчас на Скане по баллам, что будет на Якутию повернет, когда. Там Скане, наверное, подумает, куда мы попали. Ну, тут, наверное, можно ехать нормально, ну, с легким грузом каким-нибудь. Ну, чтобы горняк держал, там 80 идешь, например, притормозил, она легко тормозить будет машина. И, ну, соответственно, средняя будет поддерживаться. Ну, тот хотя бы там 15-13, там что-нибудь такое. Наверное, будет поинтереснее, как у меня там 26 почти. Получается, что ничего не получается. Хотя я вчера вот там такой есть подъем от Читы, когда проходишь, там длинный он идет затяжной. Я так догнал Сканию, тоже с рефом, Делка. Ну, я обошел ее. Ну так потихоньку, ну, объехал. Спрашивал у него в рации, ну, с 20 тоннами ехал. А я как бы за 26. Ну, то есть есть какая-то разница от мощности. Ну, единственное, что на автомате, когда шел за ним, ну, как бы, вышел, как бы, там 2 полосы на подъем, сзади никого, ну, типа, параллельно еду, ну, прям совсем-совсем, еле-еле догонял. Уже на механику перевел, там, понизил передачу, газ в пол, да и поехал. Потому что автомат как-то, ну, не додавливает, он все-таки, скорее всего, все настройки на эконом, там, на все. Ну, я на экономии ехал, в принципе, режим коробки. Можно было горный включить, горный, может, пободрее бы. Опа. Вот наледи выходят из леса на дорогу, напитывают полотно дорожное, потом все это оседает. Видите? Видно. И с наледью как бы бороться, она, ей все равно, она вот идет, выступает, она же, получается, подушку дороги полностью пропитывает влагой. Ну, при, кстати, мороз на улице, да, и вода там теплая, это заходит, начинает подмерзать, замерзать, там все корежить, потом летом оттайка, все это дает о себе знать, в общем. Вот эти вот, как крыша сделанная, не знаю, от наледи нет. Спрашивали, что, ну, непонятно, наледи вроде все равно это крыша. Ну, как-то вот, видите, целые такие большие конструкции. Удивительно, камера пишет аж 14 минут подряд, ничего не вырубилось. Ну, она, видать, нагреваться начинает или что-то такое. Сейчас отрубится. Да, природа тут такая. Лес, смотришь, такой не деловой. Тут даже и не пилят его такие все. Вот лиственница стоит такая маленькая. Диаметров нету. Все низкорослое. Ну, погода тут прям радует. Что? Ветерок есть слегонца, ну, на улице сейчас вот -8, солнышко припекает.
уже дело к весне. Так, куда это убежала? А вот, ну и осталось тут. Вот сейчас на поворот выйдем. Будут виды такие открываться здесь и Могоча. Ну, поворот Могоча в стороне чуть-чуть. Поздороваться. Ну тут как-то через раз кто здоровается, кто нет, ну КамАЗики местные. Это не здороваются пацаны. Да, хотя бы такая дорога была бы, конечно, что не ездить без этих сюрпризов. Типа на езду похоже что-то. Так, и мне надо еще мочевину обнаружить где-нибудь, не знаю даже. Вот сейчас заправка будет, ННК. Будет там, нет. Ну, не в Могоче, а, по-моему, за Амазаром где-то там. Что на Якутии там вообще такие заправки, что там ее вообще априори может не быть. Ну, у меня есть еще как бы литров 50, нет, наверное 20, ну где-то 30-40 литров, наверное, есть этой мочевины по летнике. Но ее греть надо. Ночью минус 20 было. Что-то гаишники типа стоят, что ли, моргают. Прицеп вроде ровненький, колеса так-то не видно. Когда моргают, надо, значит, остановиться, побежать вокруг машины, побегать. А вот все моргают, наверное, что-то там случилось. Трав стоит или что-то такое на дороге. И он едет. А, гаишники стоят. Точно, делать нечего. В лесу, представьте. Непонятное место дислокации. Тут вообще непонятно, что тут вообще можно нарушить. Тут я слышал, что может там пьяные катаются, там, знаете, что знают, что никого нет. Ну тут вроде гаишники, они на машины грузовые не обращают внимания. Ну, работают еще. Может, на легковых тут местные катаются, что гаишников тут, я не знаю, сколько вот раз ездили, стоят все время в Ерофей Палыче, ну там типа как пост. Они, ну, на месте есть там, но ни разу не останавливали. И вот тут вот это первый раз вижу, чтобы так еще на трассе. Тут вообще рядом, ну, Могоча там, получается, километров 15-10. Там гаишники, я поморгал. Такие дела, до Могочи едем, никак не доедем. Там как раз эта стоянка, на которую я делал обзор. Там есть видеообзор стоянки у меня. Ну, шутка, если что.
такое место, наверное. Оазис. Тут получается сбегать где-то 120 километров в ту сторону, да, можно яичницы поесть. Не, ну там кухня нормальная, в принципе, вкусно готовят по-домашнему. Получается, вот здесь вот Могоча, закусочная это. Тоже вкусно там все. Туалетов нет, ни там, везде вот эти скворечники. И получается, дальше будет Семиозерный. Там надо сворачивать. Кафешка есть, но я на легковой машине, когда ездил, я там заезжал. На фуре неудобно. Ну, можно только на дороге бросить и сходить там. И дальше Амазар. Что-то не помню я там. Кафе есть, нету. Ну и следом Ерофей Павлович будет. Километров, наверное, от Могочи 120, может 150. Там уже цивилизация. Там туалет, душ хороший. Такой. Заправка, там автомагазин, кафешка нормальная тоже. Такой островок цивилизации, Ерофей Павлович. Последние разы что-то душ. Один раз заехали, там все с утра скупались, вода кончилась горячая, и второй раз заезжали прошлым рейсом, там вообще воды не было. Ну и все, а дальше там уже за Якутским поворотом 3 семерки, потом вот прямо за поворотом, я не помню как называется, тоже там и гостиница есть, и кто на легковых, даже гараж тепло, можно машину поставить. Все, тут подъезжаем к Могоче, все. Рано я включился, думал что-то. Газель атакует. Тоже краснодарские пацаны на газели. Чуть-чуть перекосило, но ничего. Работают люди. Да, расход тем временем все растет. Растет уже общий 38,7. Сейчас вот идем на подъем. Ежемоментно 165 литров на 100 километров. На 9-й передаче. Ну тут такие подъемы, тягуны, да. Тут даже только если легкий можно бегать. Ну идет, в принципе, 60 километров в час. Еще даже что-то разгоняется. Но расход все равно такие за сотку все время. Ну на автомате, конечно, он излишний. Вот сейчас вот раз 11 включил и едет 1000 оборотов. Ну расход, да, 108 вместо 160 литров. Ну короче, такие подъемы-то не крутые, можно так ехать на автомате. Ого, 23 минуты она записывала уже. Угу. Ну, кто-то просил снимать 2 дня. На Якутию сейчас поверну, все засниму вообще. Там и горы, и дорога в снегу, наверное, будет. И надо будет, наверное, еще передок подспустить. Но все равно, я что-то спускаю колеса, вот скорость возрастает, они поднагреваются, не знаю, холодные. Я, ну вот 8,9, опять 9 опять. Не знаю, на холодную уже 7,4, 7,3. Так, вырубаем круиз-контроль. Покатились. Ну да, и опять передок, видите, подразогнался. Сейчас вот будем 9,3, 9,4. Можно еще на полочка сдуть. А тут пошла скоростуха 115.
Ну да, не было бы этих прыгунов, вот, пожалуйста, едь тогда и все, тебе сотку, 110 там на подъем додавливай. Я ограничитель снял, как бы можно уже додавливать сразу. Вон 105 скорость, уже газ даешь, пошел. Ну и в итоге залетаешь. Ограничителя сейчас вообще никакого нету, цифру убрали вообще. Это предупреждает тахограф, что скорость. Так бы она катилась раньше, как до 90, потом с 90 только можно давить. Вот моя скорость, кстати, показывает это. Внимание, аварийно опасный, я 75 уже еду. А так бы пришлось до 90 катиться, потом с 90 газовать. Да, сейчас камера как раз уже чувствуется, лоб теплый. Сейчас хотел Могочу показать, и она вырубится, наверное. Ну там Могоча, так видно ее в стороне, на в низине там. Так, что там еще? Магомед у меня впереди едет, так и едет. Ну, не знаю, мы не созванивались сегодня. Я в Чернышевске спал, он Чернышевск проехал. Ну, где-то спать, наверное, собирался. Сколько поспал, не знаю. Может, меньше расстояния стало между нами. А может, он тоже поспал часа 4, да, ломанул. Я-то где-то спал где-то 6 часов. Ну, все равно, думаю, мы там соберемся как-нибудь в кучу возле Тита где-нибудь. А, нет, это еще и не Могоча, да, даже. Я думал, уже выход. На карте посмотреть, где она там в стороне. Ну, вот она уже. А я вот еду. А, ну получается сейчас поворот и будет видно. Ну тут, наверное, надо не раскатываться, потому что там будет спуск. Такие виды открываются. Ну, на камеру, конечно, не так передает, она как-то все это отдаляет. И вот поворот, где впереди машины там вдалеке стоят. Сейчас, может, вот здесь вот деревья закончатся, вот Могочу будет видно. Это антипод Сочи, Могочи. А, еще и нет. Где она? Как-то было видно ее. Опять раскочегарился я что-то. Ну, тут вроде прыгунов нету. 11-я передача, 3-е положение горняка, но 5% спуск. Да, и не видно было Могочи. Вот он, поворот на нее. 110 это моя скорость вместо 70. Ну, раскатилась машина, что я сделаю.
говорится, едем потихоньку. Тут какие-то радары стоят даже. Ну вот она. Едем дальше. Кому интересно, зайдите, обзор стоянки посмотрите. Есть так видео и называется обзор стоянки. Могучу проехали. 30 минут видос. Как я подъезжаю Могучую, так ее и не увидели. Так, ладно, тут дальше спуск, я точно знаю, что далеко-далеко, долго-долго нам спускаться, надо понижать передачи, потому что, ну, это начнется сейчас летание по горам. Сейчас пока не раскатилось, я так вот раз, 9-ю. Вот Семиозерный 48, Амазар 91. Ерофей Павлович, не знаю, Ерофей Павловича, по-моему, 160 до Сковородино. Ну, где-то там, ну, короче, 300 где-то еще. 50, наверное. До поворота Якутского. Ладно, как говорится, хорошего понемножку. Еще что-нибудь подсниму.